Многодетный отец и его сын-подросток погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамаке. Огонь вспыхнул около половины 4 утра. При этом 2 детям спастись удалось. Обсудим этот случай, а также статистику по пожарам в Башкортостане с начала этого года вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Петр Ильин, заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Башкортостану. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Что известно по этому случаю из Стерлитамака, где погиб многодетный отец и его сын? Да, действительно, трагедия очень такая печальная, можно сказать, произошла. И мы не раз говорили об этих случаях, но вот именно так сейчас и произошло. Это связано, опять же, у нас погибший ребенок, погибший взрослый, то есть 2 человека погибло. Да, у нас пожар произошел ночью, когда уже все спали. По счастливой случайности девочки, которая, дом изначально, скажу, он двухэтажный, вот на 2-м этаже находились как раз все дети, а мужчина спал, он внизу спал. Сейчас на 1-м этаже. Вот девочке по счастливой случайности удалось проснуться, то есть она услышала, почувствовала, как развивается огонь. Она проснулась, попыталась всех разбудить, пыталась выйти из своей комнаты, но ей, к сожалению, уже огонь преградил путь на 1-й этаж. То есть она открыла дверь, и лестница, которая вела на 1-й этаж, уже оттуда было видно открытое пламя. По сути, путь был отрезан. Она кричала, пыталась своим криком разбудить свою семью, да, можно так сказать. И она через окно со 2-го этажа спрыгнула. То есть благодаря этому ей удалось спасти. И тут тоже по счастливой случайности рядом оказался сосед. Это частный жилой дом, да, напомню, то есть рядом сосед, он увидел, услышал, прибежал. И девочка ему сообщила, мужчине этому, о том, что у нее братишка еще есть на 2-м этаже, то есть дети. Он попытался залезть туда, рядом с надворной постройки, до окна дотянулся. Мальчик как раз 16-го года рождения, он уже там стоял, он его, по сути, оттуда вытащил. Что известно о причинах происшествия? О причинах происшествия, да, уже все установлено, частично. Значит, у нас при входе в дом было помещение, которое не отапливалось, и там всегда находился обогреватель масляный, радиаторного типа. Наверное, многие знают и продают, и у каждого дома, наверное, есть обычный радиатор такой на колесиках с этими, радиатор масляный. Он был всегда у них подключен. Подключен через удлинитель, а удлинитель проходил по лестничной клетке как раз и подключался в розетку на 2-м этаже. Вот как раз на месте происшествия тоже все это отработано. И вот пока предполагаемая причина как раз связана с этим удлинителем. То есть, естественно, это все изъято, направлено в лабораторию, будут проведены экспертизы этого электрооборудования, чтобы точно установить, они причастны к возникновению пожара или нет. Но пока предварительно мы можем говорить, что как раз причиной возникновения пожара явился аварийный режим работы вот этого удлинителя. Петр Иванович, насколько часто проблемы с электропроводкой являются причиной пожара, да, и меры безопасности, о которых должны знать телезрители? У нас связано, если с электрооборудованием причина, она очень частая. То есть у нас из причин пожаров, у нас вот на сегодняшний день произошло 10 314 пожаров на территории республики. И вот это 2-е место стабильно занимает причина, связанная с электрооборудованием. То есть первое у нас это неосторожное обращение с огнем. Угу. И вот стандартно порядка 30% всех пожаров как раз происходит из электрооборудования. То есть, понятно, это в зависимости от времени года меняется, потому что зимой у нас еще добавляются, это, допустим, печное отопление, которое на 3-м месте стоит по причинам пожаров. Вот, а электрооборудование, оно всегда стандартно. И тут надо помнить о том, о чем мы постоянно говорим, это именно правила безопасности обращения с электрооборудованием. Вот, в частности, самое очевидное, что я скажу, это нельзя пользоваться электрооборудованием, у которого есть видимые повреждения. То есть, если есть какие-то повреждения, там, та же самая розетка, если она уже там видно, что с нее копоть бывает выходит, там чуть подгорает, видно так визуально даже, или треснутая розетка, то такую розетку лучше заменить. И стандартно, о чем мы всегда говорим, что нельзя подключать в одну розетку очень много приборов, тем более, которые потребляют очень много энергии. В частности, обогревателями сейчас многие пользуются. Это обогреватель потребляет очень много энергии. Если сравнить, например, просто с телевизором, с тем же, да, там, с зарядником от телефона,
они, да, тоже бывают причастны к возникновению пожара, но все-таки вот такие электропотребители, которые мощные, более мощные, которые потребляют много энергии, они, соответственно, более опасны. Вот как раз сейчас такое время холодное. А как быть? Ну, все же надо, допустим, ну, естественно, если это частный дом, надо знать, как проложена проводка. И если у нас провода рассчитаны, то есть каждый, по сути, провод по своему сечению, он рассчитан на определенное потребление энергии. То есть там, ну, мощность потребляемых приборов. То есть, ну, если все-таки провода разделенные, да, от счетчика, то все-таки, допустим, те приборы, которые мощные, их потреблять в отдельную линию, все-таки в отдельную электрическую сеть. Ну и следить за все-таки сетью, не перегружать. Это вот самое главное, не перегружать. Ну и не пожалеть денег, лучше обратиться к специалистам, которые проведут проверку. Все-таки речь идет о безопасности и о собственной жизни. Да, безусловно. Давайте обсудим еще один случай в школе в Уфе. Дети баловались пиротехникой. Что произошло? Там произошло возгорание, да? Вот что установлено на данный момент и ваши рекомендации все-таки родители, думаю, передадут детям, что не нужно делать? Да, у нас произошел тоже пожар. Вот у нас в школе, да, в городе Уфе. К счастливой случайности всем удалось эвакуироваться. Все спаслись. Около 400 человек. Да, погибших, пострадавших нет. У нас это, на самом деле, это радостная, по сути, новость, потому что все-таки школа, сами понимаете, там дети, очень много, еще многоэтажная обычная школа, да, 3-4 этажа, как правило. И если бы было неправильное действие персонала, да, допустим, я имею в виду администрации школы, то это могло привести к трагическим последствиям. Вот в этот раз у нас, к сожалению, все обошлось. Ну и причина, к счастью все обошлось, да, извиняюсь. И причина пожара, она вот как раз связана, как вы уже сказали, с пиротехническими изделиями. Ну, уже установлено, у нас 2 ученика в школе баловались петардами. Они закидывали в помещение, закрытое через щель, в котором хранились лыжи. Лыжи, там лыжные ботинки, ну, наверное, в школе есть такие помещения. Вот они туда закинули, и вот, может быть, они и не предполагали, но вот именно так и произошло. То, что там загорелись, то есть внизу находились у нас лыжные ботинки с утеплителем, вот это как раз ткань первоначально и загорелась. То есть туда несколько петард они накидали. Как раз, ну, пожар, к счастью, удалось быстро локализовать прибывшими подразделениями вот, Главного управления МЧС по Республике Башкортостан. И здесь ни пострадавших, погибших нет. Новогодние праздники уже вот-вот начнутся, да, мы знаем, что многие используют фейерверки, пиротехнику. Элементарные правила тоже нужно знать, давайте напомним их. Ну, во-первых, я хочу сказать про вот этот же случай, про которую школу, да, мы тут установили, что, в частности, петарды, вот эти пиротехнические изделия, были приобретены ребенком в одном из интернет-магазинов. Их сейчас площадок, знаете, много. И у нас вообще по законодательству не разрешено продавать пиротехнические изделия детям младше 16 лет. А здесь вот ребенку, у него была карта зарегистрирована на старшую сестру, и вот благодаря этому ему удалось приобрести. Поэтому все-таки попрошу родителей проследить за этим, чтобы все-таки, даже если дети пользовались пиротехническими изделиями, то под присмотром взрослых, чтобы вот таких ситуаций, как в школе, которые мы уже, я сказал, очень опасные, да, ситуации, не повторялись. Ну и в целом про пиротехнические изделия хотел бы напомнить, что нужно их приобретать всегда в специализированных магазинах. Если не пользоваться теми пиротехническими изделиями, которые есть видимые повреждения или истек срок годности. Ну и в помещениях надо помнить, что в помещениях разрешается пользоваться только самыми простыми. Это бенгальский огонь, хлопушки, а уже какое-то более серьезное, это запрещены использование в любых помещениях, в любых зданиях любого функционального назначения. То есть, это запрещено. Ну и понятно, у нас Новый год, всегда каждый помнит, что выходит во двор, там фейерверки запускают или еще что-то. Но тут надо тоже помнить, соблюдать требования безопасности. В принципе, на хорошем сертифицированном пиротехническом изделии всегда на упаковке написаны меры предосторожности. В первую очередь именно их нужно соблюдать. Но из самых простых, это, естественно, нужно подумать, куда они могут отлететь, если запускается какой-то фейерверк. То есть надо на безопасное расстояние от машин, от домов рядом стоящих,
отойти от людей, отойти, ну, поджечь, отойти, соответственно. Если пиротехническое изделие не сработало, то сразу подходить не надо. Надо выждать хотя бы 10 минут, потом подойти как бы аккуратно, убедиться, что там не происходит тлеющего горения еще какого-то, то есть, и потом тихонечко это убрать изделие. Но сразу подходить не рекомендуется, потому что очень много случаев у нас. Вот, кстати, много ли этих случаев? Да, хотел спросить. Именно с травмами, да, это ежегодно бывает с травмами и с ожогами, и в руках взрывается, да, там, знаете, там бомбочки. Это как раз и как дети балуются. А какие травмы могут быть, кроме ожогов? И если в руках взорвалось, то насколько сильные вот эти петарды и фейерверки? Это зависит от самого изделия. То есть бывает и очень печально, может и очень трагично, я имею в виду, там часть, уж не буду это говорить, но надо понимать, что это все-таки взрыв, происходит в руке взрыв, там и высокая температура, и, соответственно, разрывающее воздействие. Петр Иванович, мы успеваем обсудить еще один вопрос. Планируются ли рейды вот на время новогодних этих праздников, да, и где? Ну, это традиционно у нас совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками Росгвардии, соответственно, в соответствии с законодательством этот вопрос будет рассмотрен, соответственно, будут проверяться те места, где продажи, для того, чтобы продажи осуществлялись именно сертифицированными пиротехническими изделиями, ну и чтобы не допускались, как раз, как я уже сказал, продажи детям, не достигшим 16-летнего возраста. Ну и родители должны держать, конечно, все это под контролем. Обязательно. Спасибо большое, Петр Иванович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики» был Петр Ильин, заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. И мы говорили о мерах пожарной безопасности. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.